В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Сегодня исполнилось 27 лет со дня Ладской трагедии, когда в Кадурском ущелье было совершено зверское, бесчеловечное преступление. Сбит российский вертолет, перевозивший беженцев из блокадного города Тхуарчал. 87 человек погибли в один миг. Среди них были 8 беременных женщин и 35 малышей, только начинающих свой жизненный путь, большинству из которых не было и 7 лет. Сегодня в селе Акварчапан Тхуарчалского района прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам Ладской трагедии. В них принял участие вице-президент Аслан Барцец. Репортаж Амелии Бисмарк. Сегодня, 14 декабря, импровизированная вертолетная площадка в Акварчапан снова заполнена людьми. Среди них много детских лиц, как и в тот роковой день 1992 года. Люди со всех концов страны съехались сюда почтить память жертв Ладской трагедии. Ровно 27 лет назад отсюда вылетел вертолет. Он обманчиво оказался спасительным бортом для тех, кто хотел перебраться из блокадного Тхуарчала в западную часть Абхазии. У каждой семьи свое горе. Вместе оно складывается в общую трагедию народа. Супруга и годовалая дочь инженера Ирода Хашба погибли в небе над Латой, а студент-сын был убит в бою. И таких историй множество. Они еще раз напоминают нам, какой ценой была добыта победа абхазского народа над коварным и жестоким врагом. С хозяйкой, с хочепшка, шуксика, юмши, с хацоза, авра ялабли. Сычкуни хаба, высшая военная академия инженер-строительный Ленинградтан, 5 курстан, вы дан, вы 5 января дырчида. Вы дочкунан, ихчон, абсынра, ихакуйцит. Ахагиз харам куйтахаз, абарта хучкой, амалык шабартров. Сара выжан шучу зепши, ари арт тахайт хешбхедзом, зисам хедзубрезу, оно, аяйра агей. Солнечно, лишь вдалеке видны заснеженные вершины. Таким ясным был и тот злосчастный день, вспоминает директор второй Тхуарчалской школы Наира Тания. Наш долг – передать память через поколение. Вертолет был сбит через 10 минут после взлета. Весть о трагедии потрясла город и быстро распространилась по республике. Родные и близкие следили за списками с именами погибших и до последнего не верили в свершившуюся несправедливость. На борту вертолета погибли и те, кому не суждено было родиться. Страшной мукой людской это небо пылало. Сотни молний сошли здесь свинцовой пургой, и земля здесь разверзлась, и огненной стала. И вдруг рухнуло небо, сравнялось с землей, и опять наша память в то время стремится. Эта боль не проходит, она не прошла, и теперь, знаем мы, на звездных страницах в звездах ваши горят имена. Почтить память погибших в Ладской трагедии на место старта вертолета приехали представители вооруженных сил республики во главе с министром обороны Мирабом Кишмария. В траурном митинге также принял участие вице-президент Аслан Барцец. Иха абраха зейзыз. Хаштурукум зад хачкун шахайбиштра. Хаштурукум зад абсны схакуз зазеге. В память о невинных жертвах тхуарчальские школьники выпустили в небо 87 белых шаров. Амелия Бисмарк, Инала Гухава для событий недели. Останки погибших над селом Лата захоронены в городе Гудаута. Здесь же, возле мемориала, будет построена часовня, которая станет символом вечной памяти народа об этой трагедии.
Ежегодно 14 декабря сюда приходят люди, чтобы еще раз вспомнить тот страшный день и поклониться памяти безвинно убиенных. В траурном митинге, прошедшем сегодня в Гудауте, приняли участие спикер парламента Валерий Кварче, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, главы администраций городов и районов, представители общественности, ветераны войны, матери погибших защитников Отечества, школьники. Выступавшие на митинге памяти жертв Ладской трагедии отмечали, что народ Абхазии видел много горя. Но 14 декабря 1992 года – один из самых незабываемых и ужасных дней в истории Отечественной войны. А теперь к событиям недели. 34 основных и 13 дополнительных вопросов повестки дня, большая часть из которых касалась кадровых назначений, рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров во вторник, 10 декабря. Члены правительства одобрили проекты постановлений 2 государственных программ. На реализацию централизованного приобретения служебных автотранспортных средств для органов государственной власти в бюджет 2020 года заложено 15 миллионов рублей. Этой программой предусмотрено приобретение по одному служебному автомобилю для Абхазского государственного музея, Министерства экономики, Сухумского городского суда и республиканских газет «Абхазия» и «Апсна». Однако большая часть средств будет направлена на приобретение спецмашин для сфер здравоохранения и социального обеспечения. На развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью из республиканского бюджета будет выделено 60 миллионов рублей. Кабмин также одобрил внесение изменений в протокол соглашения между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников. В результате совместной работы с российской стороной удалось прийти к соглашению, увеличить срок действия данного соглашения сразу на 3 года, то есть до 2022 года, и установить целевые показатели по средней месячной заработной плате отдельных категорий бюджетников на каждый год, соответственно, на 2020, на 2021 и 2022 года. На этой неделе состоялось и очередное заседание сессии парламента. Хотя предполагалось, что в его рамках будет обсужден законопроект о борьбе с организованной преступностью, данный вопрос так и не вошел в повестку дня. Большинство вопросов, рассмотренных депутатами, касались распределения земельных ресурсов, и все они были одобрены. Народные избранники утвердили на пост генерального прокурора Абхазии Отгора Агарба, а на должность председателя Комитета Народного собрания по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамура Логуа. В окончательном чтении был принят проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Согласно внесенным поправкам, теперь заключение с иностранным государством либо организацией или их представителями антиконституционных договоров в ущерб государственности Республики Абхазия будет караться сроком лишения свободы от 10 до 15 лет. А публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия, накажут лишением свободы от 3 лет. 10-11 декабря состоялся 50-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Делегацию Республики Абхазия возглавлял министр иностранных дел Даур Ковы. В рамках дискуссий абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению. Однако инициатива абхазской стороны не получила должного реагирования со стороны представителей Грузии. Кроме того, делегациями России, Абхазии и Южной Осетии было предложено сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. Однако работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии и США, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов данного документа. Следующий раунд международных женевских дискуссий запланирован на 31 марта – 1 апреля 2020 года. Пришла зима, а значит, начинаются проблемы с энергоснабжением республики. Энергосистема страны работает на пике своих возможностей, а в некоторых районах страны уже введены ограничения на подачу электроэнергии.
Вопросам текущего состояния электроэнергетических сетей страны было посвящено совещание, которое провел 12 декабря премьер-министр Валерий Бганба. В рамках встречи с руководителями профильных ведомств были обсуждены первоочередные меры, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить усугубления ситуации. Прежде всего, усилить работу по выявлению майнинговых ферм крупного масштаба, а также начать разработку нормативно-правовых актов, определяющих лимит потребляемой энергии на каждого абонента сетей Черноморэнерго. Что ждет Абхазию этой зимой? Как бороться с незаконными подключениями к электросети и должниками? Возможно ли реанимировать энергосистему страны и что для этого нужно сделать? На эти и другие вопросы в интервью нашей программе ответил генеральный директор республиканского унитарного предприятия Черноморэнерго Аслан Басария. Аслан Георгиевич, пришла зима, а значит, снова актуальны вопросы бесперебойного энергоснабжения республики. Насколько в целом энергосистема страны готова к повышенным нагрузкам в этот период времени? В зимний период времени говорить о бесперебойном энергоснабжении — это достаточно амбициозно, конечно. И это связано со многими факторами, которые связаны с наличием материала, с нагрузками в сети, с кадровым потенциалом, с готовностью спецтехники и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, с финансированием. Если говорить в отдельности о каждом из направлений, скажем так, вот, предположим, в эту зиму мы входим с минимальным аварийным запасом. К сожалению большому, у нас нет ресурсов для того, чтобы приобрести тот необходимый аварийный запас для более или менее стабильного прохождения именно холодных месяцев. То есть вы хотите сказать, что в прошлом году в этом плане ситуация была лучше? Ситуация, да, у нас была лучшая ситуация, потому что у нас удалось, скажем так, заработать немножечко денег в рамках реализации инвестпрограммы. Мы получили часть бюджетных денежных средств, и в принципе на эти денежные средства мы закупили аварийный запас. В этом случае у нас ситуация в разы сложнее, и, естественно, нам будет достаточно сложно проходить зиму. Это же касается и специальной техники, но, конечно, в общем структура и сами люди готовы к проведению тех или иных аварийных работ. Далее наслаивается на эту проблему, наверное, две большие проблемы. Первая проблема – это уровень воды и количество воды, запас этой воды. Вот как вы знаете, в прошлом году у нас был переток из Российской Федерации, был достаточно сложный год, но тем не менее, если мы сопоставим данные по притоку воды в прошлом году, предположим, ежедневному, и притоку воды в этом году, фактически в этом году приток воды в 2 раза меньше. Как говорят специалисты, с 1978 года такой глобальной проблемы ее не существовало. Речь идет о всем Кавказе. Количество осадков, выпавших на данной территории, в данном большом регионе, оно минимальное, и, соответственно, таять фактически нечему. То есть снег фактически не выпал в горной местности, в той местности, с которой питается Ингургэс, то есть плотина. Это значит, если в прошлом году у нас в марте месяце возникли такие проблемы, то в этом году это может быть намного раньше? Дело в том, что в прошлом году не в марте возникли эти проблемы, а проблемные месяцы у нас считаются по нагрузкам декабрь, январь, февраль, март и начало апреля. Обычно так. Самые высокие нагрузки у нас в декабре, в январе, но проблема с водой, она начинается фактически с ноября месяца. И, соответственно, чем раньше мы получаем переток, тем меньше суммарной электроэнергии нам нужно для прохождения дефицита, потому что, я уже неоднократно говорил, плотина, она конической формы, и, собственно говоря, чем ниже уровень этой воды, тем быстрее происходит сработка. Если мы можем поддержать этот уровень на определенной отметке и в этот момент получать переток, значит, нам нужно будет количественно меньше этого перетока. В этом году действительно в разы больше дефицит. Буквально месяц назад мы его рассчитывали порядка 200 миллионов киловатт-часов. Но по последним данным, по притоку воды, мы видим, что дефицит будет больше. Вот буквально вчера мы рассчитывали порядка 290 миллионов киловатт-часов.
Для сравнения, в прошлом году у нас переток из Российской Федерации был под 70 миллионов киловатт-часов. Да, большая разница. Да, очень большая разница. Соответственно, в принципе, уже все осведомлены об этом. Наше правительство уже обратилось в правительство Российской Федерации. Мы очень надеемся на поддержку и на то, что мы своевременно получим этот переток для прохождения зимнего периода. В случае, если переток не состоится, конечно, это очень такие тяжелые веерные отключения. Очень тяжелые веерные отключения. По всей республике? По всей республике бесспорно, потому что фактически такое количество электроэнергии компенсировать посредством двухчасового отключения не получится. Вторая тема, с которой связаны наши проблемы, это нагрузки в сети. Потребление Абхазии очень серьезно выросло по сравнению с прошлым годом, хотя год еще не закончился, у нас будут окончательные цифры в конце года, но тем не менее мы уже видим по количеству киловатт-часов и по тем нагрузкам, которые у нас существуют в сети. Наша магистральная линия, которая питает порядка 70% нашей территории, нашего населения, она вчера была перегружена, мы побили рекорд. Она, была перегружена более чем на 280 мегаватт, хотя, скажем так, нормативные показатели 224 мегаватта, то есть более чем 224 мегаватта на нее загружать нельзя. Мы, естественно, загружаем, потому что у нас другой возможности подать электроэнергию нет для нашего населения. Но, тем не менее, такой рекорд был установлен впервые. С чем это связано, на наш взгляд? На наш взгляд, это связано, конечно, с возросшим потреблением, с бесконтрольным потреблением. Естественно, мы не очень любим экономить эту электроэнергию. Не всегда выключаем те приборы, которые нам не очень нужны в какой-то период времени. И, конечно же, с майнингом криптовалют. То есть это тот вид деятельности, который потребляет очень большое количество электроэнергии. Мы приблизительно высчитываем 12-15 мегаватт их потребления. Ну вот представьте, на линии 280 с лишним мегаватт, если было бы потребление меньше на 10-15 мегаватт, вчерашнего веера не было. Это на одну ферму столько нужно? Нет, это мы говорим о тех фермах суммарно, да, о которых мы владеем, да, информацией, что они есть и существуют. Хотя каждый день мы получаем новую информацию о каких-то новых фермах. Поэтому очень большая просьба, в том числе и к майнерам, к тем людям, которые этим занимаются, проявить свою гражданскую позицию и понять, что этот вид деятельности в зимний, как минимум, период времени вредит обычным жителям. И, естественно, это приводит к тому, что мы можем остаться без света и без тепла в наших домах. И если у кого-то есть в том числе информация о том, что фермы, да, майнинг-фермы, они где-то присутствуют, мы просим в том числе и сообщать нам об этом. Мы как минимум проводим беседу, как максимум мы стараемся отключить. О запрете работы майнинговых ферм шла речь и на последнем совещании у премьер-министра, да, с участием представителей СГБ и Министерства экономики, где были поставлены конкретные задачи. И говорилось о том, что нужно принимать прям кардинальные меры по недопущению их деятельности. О чем идет речь, о каких мерах? Дело в том, что РУП «Черноморэнерго» самостоятельно справиться с всеми фермами не может. Это связано с различными факторами. Но есть факторы, когда на ту или иную ферму не пускают наших работников, то есть мы не силовая структура. Есть моменты, где мы не можем физически отрезать того или иного майнера от энергоснабжения, то есть обесточить его, потому что, предположим, на этой же линии или на этом же трансформаторе у нас запитывается население. И в этом случае мы не можем там дневать и ночевать, да, и контролировать, что человек не включается или включается. Я допускаю, что есть недобросовестные работники не только в энергосистеме, да, но и в других каких-то структурах и так далее. Но мы с этим боремся. И мы считаем, что эта борьба должна быть повсеместной. Мы считаем, что каждый гражданин наш должен включиться в этот процесс, потому что от этого непосредственно зависит то, каким образом мы пройдем зимний период времени. Такое низкое напряжение в сети. Всех потребителей волнует этот вопрос, и в социальных сетях люди часто пишут и так жалуются. С чем оно связано? Вот бытует мнение, что его специально понижают, да, в зимнее время, чтобы избежать каких-то аварийных ситуаций. Насколько это соответствует действительности? Естественно, чем выше потребление,
тем большая нагрузка идет на сеть. Чем большая нагрузка идет на сеть, то есть в перегрузе сеть начинает работать в перегрузе. Когда я говорю сеть, это комплекс различных энергоустановок. И, соответственно, когда перегруз происходит, это огромное количество потерь. Когда происходит такой процесс, естественно, падает напряжение. Но параллельно с этим, мы знаем, что такое ресанта, да, знаем, что такое вот домашние повышающие трансформаторы. Домашние повышающие трансформаторы, да, они бесспорно поднимают напряжение, да, непосредственно в домовладении, в квартире и так далее. Но дело в том, что они это делают за счет токовых нагрузок. То есть, забирая и поднимая это напряжение, они в сети поднимают токовую нагрузку. А ток непосредственно, скажем так, сказывается на нашем оборудовании, и оно начинает греться. Как только оно начинает греться, оно выходит из строя. И если на наших больших подстанциях, вот как на Бзыбской подстанции, предположим, да, большие трансформаторы выйдут из строя, то этот вопрос не решить ни 2 часами, ни 2 днями. Это вопросы 3, 5, 6 месяцев для того, чтобы такие трансформаторы были закуплены, там, изготовлены, закуплены и привезены на место и установлены. Вот такие трансформаторы в резерве, их у нас нет. Соответственно, естественно, бывает, что когда мы понижаем это напряжение из-за токовых нагрузок, если мы этого не сделаем, мы вообще останемся без энергоснабжения. Насколько на данный момент стабильно обеспечение электроэнергии Гудаутского и Гагарского районов, вот где, в частности, недавно вышла из строя один из трансформаторов подстанции на Бзыб-220? На территории Абхазии по классу напряжения 220 киловольт существует 3 узловые подстанции. Это Тхуарчал-220, это Сухум-220 и Бзыб-220. Подстанция Бзыб-220, как вы выше и сказали, снабжает половину Гудаутского района и весь Гагарский район. На этой подстанции были установлены 2 трансформатора по 63 мегаватта. Один из трансформаторов у нас, скажем так, начал барахлить, были очень плохие показатели, мы его вывели в ремонт, и пока он стоял у нас в ремонте, мы им занимались, получилось так, что вышел из строя 2-й трансформатор. Естественно, мы авральным способом подключили 1-й трансформатор и начали заниматься вот 2-м, который вышел уже из строя. Но, к сожалению, большому 2-й вышел из строя уже окончательно. В прошлом году этим 2 трансформаторам исполнилось по 50 лет, фактически такой юбилей у них был. Но параллельно с этим мы уже в рамках инвестпрограммы заказали 1 трансформатор 125 мегаваттный. То есть этого трансформатора на данный момент было бы достаточно для прохождения зимних нагрузок. Хотя в конечном итоге там должно встать 2 трансформатора по 125 мегаватт. То есть мы увеличиваем мощность этой подстанции. Но трансформатор вышел раньше, и нам пришлось фактически временно установить трансформатор 125 мегаватт, пока к нам не придет наш трансформатор для уже окончательной установки его на объекте. Естественно, это временная мера, это трансформатор очень большой, порядка 200 тонн он весит. Только перевозка этого трансформатора — это достаточно такая трудозатратная и затратная вещь. Мало того, это связано в том числе и со строительством, и железной дороги, и приведением в порядок дорог на тех или иных промежутках. В том числе это перевозка железнодорожная на специализированной платформе. Эти все задачи были реализованы фактически в 15-дневный срок, и когда нагрузки уже выросли, собственно говоря, мы перевели всех на этот трансформатор. И на сегодняшний день подстанция Бзыб работает в нормальном режиме. В целом, в рамках инвестпрограммы 2017-2019 года было немало работ проведено по линии энергосистемы. Расскажите вот о наиболее крупных из них и насколько вы успеваете реализовать все планы, которые были заложены в рамках этой инвестпрограммы? В рамках программы 17-19 фактически мы непосредственно реализовывали 3 мероприятия. Первое мероприятие — это фактически строительство подстанции Гагра-1, ввод в эксплуатацию этой подстанции. Это телемеханизация и сигнализация диспетчерского пункта управления, то есть у нас появился
большой монитор 6 на 2 метра, у нас появилось программное обеспечение, и у нас обвязаны фактически все подстанции в автоматическом режиме. Мы сегодня видим, что происходит на подстанции, какое оборудование, когда сработало, каким образом, и мы имеем возможность уже анализировать эту информацию. То есть это дает достаточно короткий шаг при принятии тех или иных технических инженерных решений. И это было приобретение спецтехники. Надо отдать должное нашим энергетикам. Все задачи, которые ставятся не только в рамках инвестпрограммы, но мы сейчас говорим об инвестпрограмме, у нас все всегда реализовывается в срок, в спокойном режиме, потому что организация очень мощная, очень серьезная, и у нас достаточно своих ресурсов для реализации этих задач. Мало того, хочу сказать о том, что мы не нанимаем подрядчиков, то есть у нас подрядчиков нет, мы все делаем собственными силами. Составляется план на следующую инвестпрограмму 2022. Предусмотрено ли финансирование работ в сфере энергетики в рамках следующей инвестпрограммы? Вы знаете, я еще одной темы не коснулся. Это те объекты, которые мы уже реализовали. Дело в том, что в 2019 году решением сопредседателей межправительственной комиссии на энергетику еще выделили денежные средства. Это было летом. И с лета до конца года у нас еще идет реализация инвестиционной программы. В том числе приобретение трансформатора на БЗИП, он заложен вот именно вот в этой инвестпрограмме, которая фактически попала в программу 17-19. Кроме этого, туда попала подстанция Сухум-1, она находится на Дзидзаре, кто не знает, начало этих работ, то есть этот объект переходящий, он начинается в этом году, заканчивается в следующем году. И попали распределительные сети в 5 районах. Этими вопросами мы сейчас занимаемся, к концу года эти объекты все будут сданы. Что касается программы 2022, это уже реализация окончательная подстанции Сухум-1, проекта подстанции Сухум-1. Это подстанция Гудаута 110 киловольт. Это уже проектные работы по подстанции БЗИП для установки второго трансформатора, проведение еще достаточно крупных там работ. И параллельно с этим самая важная информация, вот мы говорили о напряжении в сети. Дело в том, что там будут установлены компенсаторы реактивной мощности. То есть что это такое? Ингургес находится в одной стороне, а в самом конце от Ингургеса фактически находится Гагарский район, подстанция БЗИП. Естественно, пока электроэнергия доходит до туда, тем более с нашими проблемами в сети, напряжение понижается. Вот для того, чтобы его поднимать, ставят компенсаторы реактивной мощности. И если, дай бог, мы попадем в эту программу и реализуем все эти задачи, надежность и качество энергоснабжения этих 2 районов, оно, конечно, в разы улучшится. В своих интервью вы неоднократно говорили о том, что объекты энергосистемы страны находятся в довольно-таки плачевном состоянии. Они давно уже прошли свой срок эксплуатации и нуждаются в таком капитальном ремонте, если можно так сказать. В чем вы видите выход вообще из ситуации для того, чтобы глобально решить эту проблему? Вы знаете, у нас очень своеобразная специфика вообще в понимании, что такое энергосистема, и в принятии решений в этом направлении, в этой отрасли. Наверное, мы единственная страна в мире, где логичных решений по энергосистеме их не существует. Я имею в виду решений, текущих решений. То есть что получается? За любую форму или направление жизнедеятельности, по любой форме этой, существует экономика. То есть медицина, я вот часто такой пример привожу. Медицина либо она платная, либо она бесплатная. Но когда говорят, что она бесплатная, за это платит государство. То есть бесплатного ничего не бывает. Собственно говоря, то же самое в энергетике. Когда мы встречаемся с нашими коллегами из сопредельных государств, различных, и когда они слышат, какой у нас тариф, они не просто удивляются, они не понимают, как мы вообще выживаем, как мы вообще можем работать, платить зарплату, проводить те или иные работы. Это невозможно при таких тарифах. Это нереально.
Есть другая форма – посчитать тот тариф, который должен быть, и при этом субсидировать из государственного бюджета. Но у нашего государства тоже нет таких возможностей, да, субсидировать этот тариф. И получается вот такая вот системная проблема. Если мы не будем либо пересматривать тариф, либо бюджетировать, все закончится тем, что наступит коллапс в стране. Вот часто у населения бытует такое мнение: вот мы платим за электроэнергию, но у нас какой-то перепад с напряжением, и у нас вышло что-то из строя. Согласен, если это касается того, кто платит за электроэнергию. Но есть другой момент. Даже то, что оплачивается, совершенно не хватает для того, чтобы подать надежное энергоснабжение. Это невозможно. Даже если 100% наших жителей будут оплачивать по тому существующему тарифу, который есть, это, конечно, в разы улучшит ситуацию, но он не решит системных проблем. Много говорится еще и о том, что у нас очень большой, да, ресурс, что касается строительства ГРЭС. Вот видите ли вы развитие вот в этом направлении энергосистем? И как вы его видите, если... Очень актуальный вопрос. У нас периодически звучат мнения различных экспертов в этой области на предмет того, что есть солнечная электроэнергия, ветряная электроэнергия, гидроэлектростанции можно строить, еще что-то. Но они забывают самую главную вещь. Дело в том, что они говорят о комплексах, которые производят эту электроэнергию. Когда ты производишь что-то, это имеет цену. То есть за это кто-то должен заплатить. То есть произвели солнечную электроэнергию, ветряную или посредством гидроэлектростанции. Имеется в виду, что ее нужно продать? Ее нужно им, кто построит, ее нужно будет продать, а энергосистеме купить. Сегодня энергосистема Абхазии не покупает эту электроэнергию. Она получает эту электроэнергию с Ингургеса за 0 рублей 0 копеек. Мало того, тариф, который сегодня существует, он недостаточен даже для передачи этой электроэнергии и доведения ее до абонента, до конечного потребителя. Если моделировать это в экономическом плане, тогда должен еще и появиться тариф за генерацию, то есть тариф за производство. И он должен приплюсовываться к тарифу за передачу. В конечном итоге это все выливается в тарифную сетку. Если мы сегодня говорим, что мы передавать качественную электроэнергию не можем и нам недостаточно денежных средств, о чем идет речь? О новых станциях? Да, мы можем бесспорно, вот предположим, инвестор, он придет, он построит. Мы будем только за. Но кто у него купит эту электроэнергию? Откуда эти деньги? Их нет. Ну, может, появятся желающие приобрести, допустим, более качественную электроэнергию, платить за нее дороже, или те, у кого будет безвыходная ситуация, там, Они не смогут это сделать. Какие-то предприятия, организации. Они не смогут это сделать, потому что они должны через наши сети приобрести, а наши сети не могут передать эту электроэнергию. Вот если кто-то строит небольшую станцию, и при этом он хочет запитать близлежащие какие-то дома, это возможно. Но опять же, насколько там будет биться экономика. Или, предположим, построить гидроэлектростанцию и установить там майнинг криптовалют. Да? Это тоже возможно, ради бога. В наших сетей это не касается. Да? Наши сети перегружены, мы поэтому говорим о том, что размещать майнинг в наших сетях невозможно. Вот посмотрите, в какой мы ситуации сегодня даже находимся. Но если мы говорим о серьезном уже, да, строительстве, о больших станциях, там, гидростанциях, даже солнечных, неважно, то тут возникает вопрос. То есть в чем экономика, где модель? Ее нет. Значит, нам рано или поздно, а нам желательно это сделать раньше, нужно принять решение, что нам делать с энергосистемой. Либо мы должны поднимать тариф, но, конечно, не до такого уровня, как в близлежащих странах, бесспорно. Там слишком он высокий. Либо субсидировать из бюджета и поддерживать энергоотрасль для того, чтобы она могла реализовывать те задачи и те вопросы, да, которые перед ней стоят. Допустим, подняли тариф. Те, кто добросовестно платит за свет, они будут платить и дальше. А те, кто не платил, тем более не будут платить. Ну, я чуть-чуть хочу вам возразить. Дело в том, что при поднятии тарифа, предположим, или при субсидиях,
государственных, у нас появляется возможность устанавливать приборы учета, скажем так, нового типа, нового образца, современные приборы учета, которые дистанционно отключаются в случае неоплаты. Но давайте на цифрах. Собираемость там, где установлены такие приборы учета, от 83 до 87%. Собираемость, где таких приборов учета нет, обычно это 30%, 20 с чем-то процентов. И экономия электроэнергии тоже, наверное, выше. Конечно, я вот об этом и хочу сказать и продолжить. Мы не экономим ни в чем. У нас все освещено везде. Мы лишний раз печку не отключим, даже если мы уезжаем из дома. Потому что нам хочется, когда мы приехали, да, попасть в теплую комнату. Но в этом тоже можно понять людей. Но есть и другая задача. Дело в том, что в рамках закона каждый потребитель обязан установить сам себе счетчик, прибор учета, и по нему платить. А там, где у него не стоит счетчик, естественно, он не экономит. Даже если он считает себя плательщиком, он платит всего лишь фиксированную цифру, не знаю, 400 рублей. А если бы у него стоял бы прибор учета, может, он платил бы 5000 рублей, даже по нашему заниженному тарифу, или 7000 рублей. И тогда бы он экономил бы, чтобы заплатить там, не более 500 рублей или 700 рублей. Естественно, это все в том числе сказывается на энергосистеме. Только самостоятельно РУП Черноморэнерго эти вопросы и задачи не решит. Есть масса структур, которые должны в этом отношении тоже работать. Есть Энергонадзор. Это как раз та структура, которая и должна проверять лимиты. Это их прямой функционал, которая должна проверять, правильно подключены или неправильно, легально подключены или нелегально подключены те или иные объекты. Кроме этого, есть еще и другой фактор. Да? Занимаюсь на своем объекте чем хочу, а вас не пущу на объект. Да? Здесь включаются силовые структуры. То есть только в неком системном едином порыве мы сможем справляться с теми проблемами, которые у нас есть. 13 декабря в Симферополе в рамках участия абхазской делегации во втором заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым состоялась встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, руководство Крымской республики выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия. Прозвучало также предложение о совместном создании Международной ассоциации городов античного наследия. У нас с вами подписано соглашение, в данном случае различные соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере, в научно-технической сфере. Уверен, что мы будем развивать, и вот у нас сейчас, слава богу, что имеем возможность поставлять строительные материалы с территории Республики Абхазия. То есть для нас на самом деле очень ценная ситуация. В Крыму нет ни щебня, ни песка необходимого количества и необходимого качества, который пригоден для строительства дорог, ну и вообще, в общем, для выполнения ремонтных работ различных. Вот, слава богу, мы почти 45 тысяч тонн уже первые, то есть завезли с Республики Абхазия. Надеемся, что эта динамика у нас будет продолжена. Ну и в общем, видим, что, слава богу, товарооборот между нашими предприятиями растет, между крымскими и Республикой Абхазия. Вот продукты питания поставляются регулярно, я смотрю, то есть мясопродукты, морепродукты активно идут. Более 400 тысяч долларов общий оборот составил, то есть на эту дату. На мой взгляд, что ситуация двигается вперед достаточно динамично, поэтому, Должен Мухарович, спасибо, что вы во главе делегации сегодня нашли возможность пообщаться. У нас межправкомиссия сегодня работает, тоже все важные вопросы будут рассмотрены. Ну и я знаю, что есть несколько инвестиционных предложений, которые мы тоже с удовольствием готовы рассмотреть и поддержать наших друзей, наших братьев. В этот же день состоялось второе заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, в котором приняли участие члены крымской и абхазской частей совместной комиссии, а также приглашенные сотрудники министерств и ведомств двух стран. Стороны заслушали информацию о ходе реализации плана мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества, были обсуждены вопросы оказания содействия в увеличении объема двусторонних поставок из Республики Крым в Республику
Абхазия, сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения из Республики Абхазия в Республику Крым, зерна, сои, тропических фруктов, в том числе цитрусовых культур, конкурентоспособных строительных материалов, щебня от производителей Республики Абхазия. Стороны также выразили готовность продолжить работу по организации обмена опытом между республиками по выращиванию и переработке эфиромасечного сырья, саженцев орехоплодных культур крымской селекции, а также по обмену информацией в сфере аква- и марикультуры. Кроме того, было поддержано стремление продолжить разработку совместных проектов в организации обменных гастролей театров, профессиональных творческих и самодеятельных коллективов народного творчества, проведению других культурных акций на основе прямых связей между учреждениями и организациями культуры и искусства. В завершении встречи был подписан итоговый протокол второго заседания совместной комиссии, а также протокол о создании Крымско-Абхазского делового совета. Наша совместная рабочая комиссия, которая создана между двумя республиками, имеет большое значение, потому что она обсуждает практические вопросы двустороннего сотрудничества, действует на основе прочной договорно-правовой базы, подписанного соглашения в 2016 году о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Речь идет о важных поставках строительных материалов из Абхазии, которых в Крыму недостаточно или нет вовсе. Речь идет о транспортных возможностях, о развитии туризма и совместных туристических маршрутах, которые интересны для многих миллионов людей, желающих посетить черноморские объекты культурного наследия, объекты, которые связаны с отдыхом, рекреацией, санатории, дома отдыха и так далее. Было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Республики Крым о создании делового совета. Мы на этот деловой совет возлагаем большие надежды. Как раз вот эти вопросы, определенные и неопределенные, как раз они призваны, чтобы обрабатывали у себя, работали на этой площадке все ключевые вопросы, и они должны быть локомотивом, чтобы двигать бизнес в обе стороны. От работы общественного транспорта во многом зависит жизнь горожан, многие из которых вынуждены планировать свой день в соответствии с графиком работы маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Если в выходные дни люди отдыхают и сознательно задерживаются в центре, не рассчитывая на общественный транспорт, то в будни у многих возникает проблема – как добираться до дома. Если сейчас этот вопрос довольно актуален, то в скором времени, как обещают в столичной администрации, он будет решен. Правильная организация работы общественного транспорта особенно важна в вечернее время, ведь после работы людям необходимо добраться домой. Зимой эта проблема обостряется из-за короткого светового дня и понижения температуры. Жители столицы подолгу просиживают, а зачастую просто стоят на холоде в ожидании транспорта. Люди уже привыкли, что после 8 часов вечера добраться в сторону нового района, старого поселка, Маяка и Синопа можно только на такси. Некоторые из столичных школ работают в 2 смены. Когда заканчиваются стандартные 6 уроков, на улице уже темно. Кирилл и Артур учатся во 2-й школе, а живут они в районе Маяка. Вечером перед учениками встает вопрос – остаться на последний урок и идти домой пешком или отпроситься и успеть на последний автобус. Школа заканчивается поздно, автобус тоже не всегда бывает, приходится пешком идти вот отсюда до дома. Когда уроки заканчиваются, иногда 5 уроков было, тогда еще можно успеть на автобус, депо, например, и поехать. А сейчас вот такого, в 6 часов он уже как бы уходит, и нельзя успеть на него со школы. Еще одна темная остановка и еще один одинокий школьник в ожидании транспорта, а на часах нет и 7 вечера. Стою вообще, маршруток вообще нету. Вообще выхожу, бывает полчаса стою, вообще транспорта нету вообще. И сейчас вот жду, нету уже, долго жду. Вечером единственная надежда горожан – троллейбус. Однако и этот вид общественного транспорта функционирует в столице лишь до 8 часов. С чем связаны подобные ограничения, в интервью нашей съемочной группе рассказал директор Сухумского троллейбусного управления. Чтобы троллейбусы вот так вот продлить их время пребывания по маршрутам, здесь все надо в 2 раза увеличивать.
Во-первых, водитель троллейбуса не имеет права более 12 часов находиться за рулем. Это очень тяжелая работа. И все структуры, касающиеся движению троллейбусов, это, скажем, контактная сеть, это подстанция, это касса, это все рабочие, которые обслуживают транспорт, они все должны как бы перейти на двухсменную работу. Вот в чем заключается эта загвоздка. Сегодня на балансе управления значится 20 троллейбусов. Эти машины были поставлены в республику в 2010 году. По словам специалистов, срок их эксплуатации составляет порядка 10 лет. Ежедневно на линии выходит 10 машин, которые обслуживают 3 городских маршрута. Единичка курсирует от Нового района к рынку, второй номер по маршруту Тхубун-Маяк, тройка ходит от железнодорожного поселка к рынку. По первому маршруту делается около 13-14 оборотов. Постольку, сколько, значит, троллейбус первый рейс выезжает 5:58, ну, скажем, грубо в 6 часов. И он должен сойти в 8 часов. Другие маршруты то же самое. Одно единственное то, что чуть-чуть мы как бы задерживаем второй маршрут Маяк-Тхубун, исходя из того, что там протяженность около 25 километров. И поэтому, значит, 8 часов, когда оттуда троллейбус уже выходит, где-то оказывается здесь 8:30-9 часов. Троллейбус все еще остается самым популярным видом общественного транспорта в столице. Но по какой-то странной причине рогатые спасатели часто подвергаются нападкам вандалов. Если посмотреть на обивку сидений, можно увидеть, что она специально изрезана острым предметом. Стены салона исписаны, а кое-где даже изрисованы маркерами. Управлять троллейбусом – это достаточно сложная работа, признается водитель со стажем Вартан Аксузян. Ну, сложно, конечно, движение по городу целый день, напряжение. Сложновато. Да я работаю с 83-го года, еще при коммунистах начал. И здесь мы встречаем пассажира, который днем в троллейбусе, а на вечер планов нет, так как сложно добираться домой. В принципе, вечером-то никуда не выходим, зная, что с транспортом немножко проблематично, поэтому обычно сидим дома. А если так приходится, ну мало ли что, всякое бывает, то приходится транспорт долго ждать. Часто вот едут в гараж уже троллейбусы. Туда, куда не ходит троллейбус, должны ходить автобусы. Однако в городе существуют районы, куда добраться сложно даже днем. Улица вот Адыгейской, район Яштуха, подниматься очень сложно. После 3 часов практически маршрутки уже заканчивают свою работу, а автобусов нет. Раньше ходил автобус раз там в час, и люди уже знали, что могут приехать и уехать совершенно свободно. Автобусный парк столицы недавно обновился новыми машинами. Их распределили по маршрутам. Автобусы, так же как троллейбусы, ходят до 20:00. Хочется верить, что опрятный вид новых автобусов сохранится на некоторое время. Автобусы довольно-таки комфортные. Я вижу, граждане все довольны. Побольше вот такого транспорта, если у нас будет хорошо. Маршрутные такси – отдельный вид общественного транспорта. В городе официально зарегистрировано порядка 190 маршруток. По словам водителей, они выходят на линии ранним утром, но официально рабочий день начинается с 8:00 и заканчивается в 20:00. Иногда работа на одном из маршрутов, а именно проспект Аяйра, Новый район, затягивается до более позднего времени. По 3 минуты стоим на новом районе, сразу же мы отъезжаем, после 7 нету никого вообще, с рынка нету. Некому в нашем маршрутке не садятся. На автобусе, на троллейбусе садятся люди. На почте другой маршрутка стоит, там маршрутка стоит до 9, до 10 работает там. Крайне в 8 часов мы оттуда уезжаем. До 8 это 100% работаем. Утренним пассажирам знакома еще одна проблема, связанная с маршрутками. Обычно машины до последнего пассажира заполняются на остановке у центрального рынка, а для тех граждан, которые хотят сесть в транспорт в центре города, не остается места. Это связано с утренним потоком студентов, говорит водитель Вячеслав Делба. Мы отсюда в Киласури, когда едем, 3-4 человека оставляем место, чтобы по дороге подобрать с утра. Каждый... Вот когда студентов, они сразу заполняют, даже 2-3 минуты до 10 часов маршрутов 20-30 уходит отсюда за течение часа.
По словам начальника управления транспорта и дорожной безопасности столицы, в настоящее время ведется работа по корректировке движения общественного городского транспорта. И водителей, и пассажиров ждут нововведения. В частности, как отметил Тимур Абгадж, разрабатывается схема движения общественного транспорта для зимнего времени до 22:00, а в летнее время до 23:00. Занимаемся работой именно и с троллейбусным парком, и с автобусным парком, чтобы увеличить график движения автобусов. Те работы, которые сегодня есть, они требуют корректировки, и эти корректировки в процессе работы будут происходить для того, чтобы было удобно и горожанам, и сами водители тоже с нами стоят и не против того, чтобы те изменения, которые будут в лучшую сторону, чтобы они происходили. Впереди череда зимних праздников. В городе планируется проведение торжественных мероприятий. В связи с этим работа общественного транспорта будет продлена до позднего вечера, а в новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы будут ходить полные сутки. Амелия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.